Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббин. Вассалату вассаламу аля расулили Мухаммаду ва алейхи ва сахбихи аджмаин. Продолжим наш разговор. Основная цель этого разговора – показать сущность и престиж накшабандийского тариката и то, что в последнее время, как и ислам в целом, так и накшабандийский тарикат вошли несвойственные явления для накшабандийского тариката. Это пение, музыка и так далее. И показать вам, что говорят по этому поводу наши предводители. Значит, наши предводители тариката дагестанские – это Хасан Афанди, Сапул Афанди, и мирового масштаба, как Мухаммад Накшабанди, значит, имам Раббани, и остальные. Итак, продолжим. В книге Сапул Афанди, Канзул Маариф, на странице 757 читаем следующее. Ман сами'ал гинаа минал муганни فيحسن ذلك باعتقاد أو بغير اعتقاد يصير مرتدا في الحال بناء أنه أبطل حكم الشريعة ومن أبطل حكم الشريعة فلا يكون مؤمنا عند كل مجتهد. Перевод. Кто услышал пение от певца и одобрил это пение, сказал, как красиво он поет. И это он сказал с убеждением или без убеждения. Этот человек выходит тут же из ислама и становится вероотступником. Это решение опирается на закон шариата. Кто самовольно отменяет решение шариата, он не является мусульманином. А мы знаем, пение, значит, шариат считает недозволенным. На этом согласились все имамы муджтахиды. Дальше. На странице 288 читаем следующее. Аль-Хаваджах Мухаммад Накшабанди джамаа улама Бухара وجاء بهم إلى خانقة شيخ أمير كولالي ليمنعوه عن ذكر الجهر. فقال العلماء للأمير أن ذكر الجهر بدعة فلا تفعلوه. فقال الأمير كولالي في جوابهم لا أفعله. فإذا صدر عن أكابر هذه الطريقة مثل هذه المبالغة في المنع عن ذكر الجهر فماذا نقول في السماع. Перевод. Эти слова написаны, это я взял с книги Канзул Маариф Сапул Афанди на странице 288. Точно этот же текст написано и в книге Хасан Афанди Мактубат на странице 49. Перевод. Мухаммад Накшабанди собрал ученых города Бухара, и они прибыли к шейху Амир Кулали. Кстати сказать, Амир Кулали является прямым шейхом и наставником самого Мухаммада Накшабанди. Прибыли они к Амиру Кулали, чтобы запретить ему проводить явную зикру. Ученые из Бухары сказали Амиру Кулали, что явную зикру – это нововведение, бид'a, и вам следует в дальнейшем отказаться от его проведения. Амир Кулали сказал им в ответ, что согласен с их предложением и в дальнейшем не будет проводить явную зикру. В то время как от больших предводителей этого тариката вышел вышеуказанный запрет на явную зикру, что можно сказать о пении и музыке. Комментарий. Эти слова книга Канзул Маариф, который написал предводитель
последующему поколению шейху в Дагестане, Сапул Афанди, о запрете даже явному зикру, на шуминском дагате, здесь для пения или для музыки чего-либо места не осталось. Дальше. والوجد والتواجد والأحوال المواجد التي تترتب على أسباب غير المشروعية فهي من قبيل الاستدراجات عند الفقير. سبب دي дальше пишет. Душевное волнение, радость, экстаз, высокие чувства допустимы только на разрешенном основании. Если же это основание неразрешенное, тогда все те высокие волнения и чувства – это обман. И эти слова написал Кутбу своего времени Сапул Афанди. Он же продолжает на странице 289. وعلامة صدق الأحوال هي موافقتها للعلوم الشرعية مع الاجتناب عن ارتكاب الأمور المحرمة والمشتبهة. Это он взял из книги «Мактубат» имама Раббани, первый том, 279 страница. Перевод. Признаком истинности и достоверности тех высоких душевных чувств является их соответствие наукам шариата, а также их отдаленность от запрещенных и сомнительных деяний. Дальше. Есть хадис пророка, саллаллаху алейхи лафазлу зикрил хафии الذي لا يسمعه الحفظة يزيد على ذكر الذي يسمعه الحفظة 70 ضعفا. Это написано на странице 268 Канзу Маариф. Перевод. Зикру, тайную зикру, который не слышат наши малайки, которые записывают наши деяния, это тайную зикру, как мы знаем, наши малайки, которые сидят, это хафазаты справа и слева, они записывают все то, что мы говорим. А то, что они не слышат, то, что мы не говорим, они записывать не могут, не записывают. Сюда входит сердечная зикру, нашего тарагата, рабита, муракаба, все эти виды поклонения, эти хафазы не пишут, они их не слышат. И вот здесь пророк говорит, то тайную зикру, которую хафазы не слышат, эта зикру превосходит слышимую зикру 70 раз. Вот то зикру, который мы проводим, сердечный зикру, Аллах, 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 рух, сиру, хафи, ахфа и так далее. Рабита, муракаба, все эти поминания Аллаха, это все они есть, зикру есть. Но хафазаты их не пишут, их не слышат. И это зикр превосходит тот зикр, который они слышат, например, ла илляха илляллах, ла илляха илляллах и так далее. Тот зикр, который они не слышат, превосходит явного зикра 70 раз. Дальше. Комментарий. Чтобы лучше понять излагаемый материал, сделаем некоторые отступления. В нашем тарикате все вирды наклоняются тайно. Рабита, как я сказал, сердечный зикру, сердце, рух, сиру, хафи, ахфа, зикру нафса, султан зикру, дальше хабсу нафас, все муракабы, все это проводится тайно. И соответствует тому, что наш пророк говорил, саллаллаху, что эти зикры, они 70 раз выше по достоинству, чем тот зикр, который произносится языком. Дальше. На странице 171 Канзу Маариф читаем следующее. Иляджул амразил батини ваджибун. Вот те болезни сердца,
имеется в виду, значит, рия, сум'ат, это показуха и так далее. Эти болезни сердца, их излечение, избавление нашего сердца от этих болезней, это важибун, это необходимые деяния. И еще такой хадис есть. Ма ла ятиммул важибу илля бихи фахуа важибун. Тот компонент, без которого не осуществляется обязательное деяние, в таком случае этот компонент становится обязательным. Значит, раз мы взяли на себя обязательство избавить наше сердце, излечить его от этих болезней, как рия, показуха, значит, с любовью к мирскому, гордость, гордыня, это все, и то средство, их излечение является обязательным. И те средства, которые избавляют нас от этих недостатков, они тоже являются обязательными. Вот к этому мы идем. Здесь избавление сердца от этих пороков, как гордость, показуха, лицемерие, любовь к мирскому, вот, избавление от этих болезней ведущее значение имеет, ведущее значение этим имеет физическую зикру. Дальше читаем. Ан Аби Дарда, это на странице 262. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى قال ابن مالك المراد ذكر قلبي. Перевод. Абу Дарда, разделану, передал следующий хадис. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал следующее. Рассказать ли вам о ваших самых хороших деяниях, которые являются самыми чистыми перед вашим Господином Аллахом, а также выше всех других деяний, возвышают степень вашего достоинства перед Аллахом. Эти деяния лучше для вас, чем расходование в благих целях золота и денег. Эти деяния лучше для вас, чем участие в газавате, где будут вас убивать, и вы будете убивать. Рассказать ли вам об этих деяниях, спрашивает наш пророк у асхабу. На этот вопрос, рассказать ли вам об этих деяниях, сподвижники, разделанным, ответили следующим образом. Да, я Расулуллах, расскажи нам. Пророк, алейхиссалам, им сказал, это является зикруллах. Это зикру. Ибн Малик указал, что здесь имеется в виду тайное сердечное зикру. Значит, еще раз повторяю, это тайное сердечное зикру лучше для нас всех других деяний, возвышает нас перед Аллахом. И эти деяния лучше, чем расходование в благих целях золота и денег. Это деяния лучше для нас, чем участие в газавате. Вот какое значение имеет тайное сердечное зикру, которое мы с вами проводим. Дальше. Имеется в виду то сердце, которое превращается от гафлата на хузур при помощи этого зикру. Здесь приведем еще один хадис. Прежде чем привести хадис, где-то более широко раскроем это выражение. Значит, имеется два состояния. Это хузур и гафлат.
Хузур – это когда имеется в сердце понятие Аллаха. Сердце занято Аллахом. Гафлат – это сердце занято чем угодно, только не Аллахом. Деньги, машина, это обстановка, еще там всякие другие дела. Это есть гафлат. И вот этот зикру, следующий зикру, он переводит наше сердце из состояния гафлата в состояние хузура. Дальше. Приведем еще один хадис из книги Ал-Аскар имама Навави, 1977 года, выпуска город Бейруте. На странице 27 читаем. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله عز وجل قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختزب دما لكان ذاكرون الله أفضل منه. Перевод. Абу Саид Худри, радиаллаху анху, передает следующий хадис. У пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, какая категория людей занимает самое почетное место по достоинству около Аллаха в судный день, киямат день. Пророк, алейхиссалату вассалам, ответил следующим образом. Те люди, которые часто поминают Аллаха, то есть делают зикру, часто. Эти люди являются занимать самое почетное место около Аллаха в судный день. Далее автор хадис говорит, я спросил у пророка, алейхиссалату вассалам, они превосходят даже участников газавата? Спрашивает. Пророк, алейхиссалам, отвечает, даже этого участника, который сражался, пока у него поломался сабля, и он окрасится кровью, и то, поминающие Аллаха, то есть делающие зикру, они превосходнее его. Вот какое значение имеет тот зикр, который мы с вами проводим на нашем тарикате. Какой он имеет престиж. Из сказанного выше мы увидели, какое место в исламе, и особенно в нашем тарикате, занимает зикру. Особенно тайную, сердечную зикру. Среди многообразия способов поклонения Аллаху, зикру занимает превосходящее место. Если взять рабита, то рабита выше, чем даже это зикру. Рабита по своему достоинству, по своей силе воздействия выше, чем сердечный зикру. В нашем тарикате есть такая установка. Отдельно взятую зикру до Аллаха не может довести мурида. А отдельно взятая рабита может довести эту мурида до Аллаха. Что означает довести до Аллаха? Это конечная цель. Это усул. Дальше. В нашем тарикате есть, сказали, а вместе взятые и зикру, и рабита, они дают прекрасный результат в доведении мурида до Всевышнего Аллаха. И в нашем тарикате присутствуют оба эти компонента. И рабита, и сердечный зикру. В этой связи тратить свое драгоценное время на второстепенные виды поклонения нецелесообразно. Тем более на пение, вокруг которых идет много противоречивых разговоров, тратить время на эти пения совсем нецелесообразно. Вирди нашего тариката делаются в соответствии с хадисом пророка, который говорит следующее. Это имеется в виду ихсан.
ан та'буд Аллаха кааннака тараху, фаин лам такун тараху, фаиннаху ярака. Пророк говорит, саллаллаху, ты делай поклонение Аллаху, ибадат, как будто ты его видишь своими глазами. Если не сможешь так делать, то хоть знай, будь уверен в том, что Он тебя видит, Аллах тебя видит. Это один хадис. И второй хадис, это то, что мы раньше говорили, тайный зикр превосходит, чем явный зикр, 70 раз. Этот хадис, который мы говорили об ихсане, «Ан та'буду Аллаха кааннака тараху, фа ин лам такун тараху, фа иннаху ярака», это является составной частью всей религии ислама, после имана ислама. Вы знаете прекрасный хадис, когда Джабраиль Малаик, алейхиссалам, спросил нашего пророка: «Я Расулаллах, что такое иман?» Он сказал им, что такое иман. Сказал, что такое ислам. Рассказал, что такое ислам. И потом спросил, что такое ихсан. И он ответ на этот вопрос, пророк наш, саллаллаху, рассказал вот эти слова, которые мы выше сказали. Что ихсан это ты ибадат делаешь Всевышнему Аллаху, как будто ты его видишь. Если так не можешь делать, то хоть будь уверен в том, что он тебя видит. Рабита, мракаби, следующий зикр, это как раз и есть составной частью этого ихсана. Точно соответствует этому пункту. Все силы внутреннего, духовного напряжения мы должны представить перед собой и Махмуда Афенди, как будто через него он нас подводит к Всевышнему Аллаху, и через его сердце, в наше сердце поступает единство Всевышнего Аллаха. И этим фаизом, фаиз что такое? Это нур познания Аллаха. И этот нур познания Аллаха через сердце Махмуда Афенди, оно поступает в наше сердце. Вот на этом мы должны напрягать себя, не допускать к сердцу другие мысли. На этом сосредоточиться. Вот это и есть усул, часть усула. Дальше. Есть еще такой хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم أخرجه مسلم في صحيحه. Аллах Всевышний не обращает внимания, то есть не смотрит на ваш внешний вид, однако обращает внимание, то есть смотрит на ваши сердца, в том смысле, чем заняты ваши сердца, Аллахом или чем-то другим, кроме Аллаха. Мы выше сказали об этом. Основной целью всех вирдов является присутствие понятия Аллаха в сердце. Это состояние называется хузуром. Вся информация, которая поступает к нам из внешнего мира, она делится на две категории. Первая категория – дающая нам хузур. Вторая категория – дающая нам гафлат. На странице 243 читаем. قال الشاذلي قدس الله سره فمن أراد أن تصح إرادته فما يوصل أمره على العلم إلا برفض الجهل ورفض الدنيا وبالإقبال على الآخرة وليلازم دوام الذكر. Абуль Хасан Шазали говорит следующее. Кто хочет, чтобы его убеждения были правильными, он должен отбросить невежество и вернуться к знаниям, к науке. Знания нас ведут на правильный путь. Знания. Прежде чем что-то делать, чтобы то ни было, вначале надо знать, как это делается.
также должен отбросить интересы этой мирской жизни и полностью повернуться к ахирату. Плюс к этому надо проявить усердие в постоянном зикру. Постоянном зикру. Об этом говорит Аль-Хан Шадили, Аллах